Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Больше 10 лет назад в республике был создан региональный оператор в форме некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Об актуальных вопросах в системе капитального ремонта мы сегодня поговорим. Гость на студии Петр Эверстов, главный инженер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия. Петр Данилович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала о текущих задачах. Какие сейчас работы идут по капремонту жилых домов? Сколько районов охвачено этой работой в этом году? Так, в этом году у нас запланировано работы по 283 МКД на ремонт. На данный момент мы закончили около 180 многоквартирных домов уже отремонтированы. И на стадии завершения сейчас примерно, остатки, это около 80 квартир уже на исполнительной документации, приемки исполнительной документации. Насколько я понимаю, наибольшее число домов ремонтируется в столице республики, правильно? Да, правильно, в городе Якутске. На чем акцент сейчас делаете больше всего? Так, в этом году мы в первую очередь по фасадной части сделали. Это в связи с тем дети и грязи было. И плюс к этому еще по желанию именно жителей, они именно какие виды работ хотят произвести у себя в квартире и по желанию жителей. То есть сами жильцы, владельцы квартир обращаются напрямую в фонд капитального ремонта? Это по новым законам сейчас уже они должны с управляющей компанией и управой должны собраться все вместе и составить протокол, именно какие виды работ, конструкций хотят отремонтировать. Слушайте, а мне интересно, а что эти жильцы хотят отремонтировать, с чем они обращались? Да. Если, так сказать, в программе они вошли по ремонту кровли, а некоторые, кровля это уже как бы нормальная, а они хотят тепло поменять, там, радиаторы и тому подобное, или кому там фасад покрасить, или снабжение горячей, холодной водой, или наоборот, водоотвод, канализацию хотят поменять. Они все рассчитано, они на накопленные средства, именно сколько денег и сколько таких видов работ мы можем по желанию жителей и совместно с управляющей компанией и управой. То есть так скажем, формат и фронт работ самый разный, опираясь на то, что нужно жильцам. Да. Кстати говоря, про новые законы. С 1 января взносы за капремонт у нас поднимутся сразу на 10%. С чем связано? Да, с 1 января взнос повысится на 10%. Это связано повышением стройматериалов и оказание услуг подрядных организаций. Все сейчас цены поднялись, поэтому цена такая. В общем, вслед за инфляцией и ростом, так скажем, необходимых материалов. Петр Данилович, мне еще интересно было, очень многие эксперты говорили о том, что добавят обслуживание лифтов в счет фонда капитального ремонта. Как-то с 1 января следующего года поменяется картина? Что-то новое в чеках появится? Нет, пока обслуживанием лифтом занимается именно организация, которая сейчас тоже обслуживает, именно это останется. А у нас, как было за квадратный метр по жилому помещению жилья, оплачивается взносы. А, кстати, какие цены за квадратный метр жилья? Так, сейчас, например, скажем, КПДшка наша, сейчас за квадратный метр оплачивает 11 рублей 55 копеек. И со следующего года это у нас получится 12 рублей, 90 копеек. Примерно так. Это с увеличением 10%. А это увеличение на рубль 40 рублей. Примерно так. Петр Данилович, а допустим, финансовые средства, которые собираются с недавно введенных новостроек. Условно, в прошлом году ввели, в этом году уже надо сдавать на капремонт. А там-то что ремонтировать? Все же в порядке. А нововведенных многоквартирных домов сбор не осуществляется. Они как бы с течения какого периода по гарантии закончатся, и потом уже фонд капитального ремонта будет. До конца декабря идет акция «Прощенные дни». Кого прощаем? Кто может этими акциями воспользоваться? Да, у нас до 30 декабря прощенные дни. Мы прощаем, имеется в виду, без пени принимаем оплату. Это кто до сих пор уже не оплачивал, и без пени это будет осуществляться. Вообще, если говорить о злостных неплательщиках взносов за капремонт,
Есть ли какие-то цифры, сколько якутяне задолжали по неуплатам? И вообще, как вот эта неуплата за капремонт влияет на общее домовое состояние, так скажем? Так, ну, как сказать, очень, ну, раньше было очень много вот именно недобросовестных плательщиков, можно так сказать, а вот после проведения вот очень много встреч, вот таких с жителями и с управой, и с мэрией, ну вот с администрацией районов, сейчас стали более все нормально оплачивать, и они ну вот, видят, как работы ведутся по фонду капитального ремонта. Если задолженности нет вот, на жилых помещениях, ну вот МКДшках, мы сразу вот включаем программу, и уже работа начинается. По накопленным средствам сейчас уже будут проводиться работы. И в связи с этим люди уже сейчас начали понимать. И, ну, сейчас сказать, примерно где-то до 10% все равно остатки есть. Да? Ага. И, ну, думаю, что вот сейчас прощенные дни и тому подобное, до Нового года уже до 95, до 93% поднимем, да. Петр Данилович, с жилыми помещениями понятно. Есть в домах и собственники так называемых нежилых помещений, различных кладовок, там, чердаков, подвалы кто-то покупает, возможно. Как он должен оплачивать взносы в этом случае за капремонт и каким образом, допустим, если это та же самая кладовка на одном этаже с квартирой? Так, кладовки, если оформлены на вас, то уже как бы включается в квартиру, ну вот в одно целое, отдельные есть, то они должны оплачиваться. А если подвальное помещение, вот в некоторых помещениях, например, у нас в Неринге подвальное помещение у нас очень много, а это все равно как бы включается не на каждого, а вот в целом на дом. А вот как, если возвращаясь к кладовкам, как рассчитывается стоимость их? Там по квадратному метру тоже по сразу, и как, ну, как вот у вас в жилых помещениях, так и будем рассчитывать. Там, ну, коэффициенты все равно чуть по-другому будут, жилое, нежилое, вот. Я вот знаю ситуацию, опять же, завершая тему с кладовками, никогда их не было, допустим, в квитанциях за капремонт, в этом году внезапно они появились. Что это за нововведение? Ну, вот кладовки, некоторые раньше были не зарегистрированы, просто как автоматически люди просто взяли, закрыли дверью и Самозахват получается. Самозахватом, можно так сказать. А вот сейчас управляющие компании и управы их заставляют оформлять, ну, если ты пользуешься, ты должен оплачивать эти средства на капремонт. Петр Данилович, вот, кстати говоря, про оплату. Какой самый быстрый и, самое главное, надежный способ оплатить все счета по взносам за капремонт? Да, у нас вот сайт, мы вот недавно тоже обновили на сайт фонд КР, и вот в сайте все есть, и там можно свой адрес и, ну, вот квартиру найти и оплачивать. Можно и сразу на год вперед можно оплачивать, и можно вот именно текущую задолженность можно оплачивать, там все указано. Ну и в квитанциях, которые приходят, там же есть, насколько я понимаю, QR-код, поэтому QR-коду тоже можно перейти. Да, вот по этому QR-коду сразу вот ну, все равно включается через наш сайт, оплачивается. Это, ну, в течение там минуты все это можно. А вот средства доходят в течение дня, я так понимаю, да? Да, даже в течение там часа уже все должно. Слушайте, очень современно, Петр Данилович. Куда обращаться жителям, жильцам многоквартирных домов, которые хотят какую-то реновацию себя обустроить? Какой адрес, где находитесь, самое главное? Да. Фонд капитального ремонта вот в городе Якутске по Чапалова 32, это район Залога. Там у нас вот рабочее помещение, первый этаж, там уже касса и консультации проводят. Конец года, декабрь, все-таки середина декабря. Понимаю, что время подводить итоги и строить планы на следующий год. Что планируете? Сколько домов есть цель охватить? На следующий год у нас запланировано, ну, у нас кратковременная программа есть на 3 года. Например, вот на следующем 2025-2027 года, и мы запланировали, ну, около 300 домов. Сейчас вот работаем с жителями и правами, вместе решаем, какие виды работ включить и на какую сумму. Это уже вот сейчас предварительные работы почти уже закончены, а
Это будет подтверждено уже основным порядком и приказом. Это в январе уже мы огласим весь список, которые должны в 2025 году произвести ремонт. Петр Данилович, совсем забыла спросить про коммуникацию с управами, как налажена работа с жильцами, понятно. Вот как взаимодействуете с управами? Ну, с управами тесно свяжем, работаем вместе. Они они самые близкий народ как бы жителям, поэтому мы через них выходим на жителям. И плюс к этому еще с управляющей компанией тоже вместе решаем вопросы, именно какие виды работ. И по время ремонта тоже они контролируют с нашими специалистами, и они выделяют своих специалистов, чтобы проконтролировать проведенные работы. То есть я правильно понимаю, они так скажем, коллективизируют эту заявку от жильцов, доносят ее до фонда капитального ремонта и потом осуществляют уже контроль за тем, как этот капитальный ремонт идет? Да, ага. Там уже протокол должен составить и совместно с жителями УК, управа. Как все, оказывается, сложно организовано. Петр Данилович, пользуясь случаем, в заключение, с чем бы вы обратились к собственникам жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вы им, так сказать, пожелали уходящим и наступающим? Так, уважаемые жители города Якутска и республики, мы хотим, чтобы наши уходящий 2024 год был закончен хорошо и без задолженности. А встречать 2025 год будем работать совместно и будем удачно и целеустремленно работать с вами вместе. И улучшать качество нашей жизни в наших многоквартирных домах. Петр Данилович, я уверен, что многие к нам прислушаются, оплатят долги, которые у них есть. В Новый год действительно вступят без них и, если нужно, проведут в домах необходимую реновацию. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.